Здравствуйте, в эфире новости, в студии Петр Васильев. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В республике началась кормозаготовительная кампания. На сельхозугодья вышли более 500 тружеников. Расскажем, сколько сена им предстоит заготовить. Домой с медалями в Нюрбе чествовали победителей и призеров 8-х спортивных игр «Дети Азии». Ну а Якутия готовится к празднованию столетия золотодобычи. Республика сегодня добывает 50 тонн этого благородного металла в год. В период пожароопасного сезона в республике проведено 525 исследований атмосферного воздуха. Из них превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ зарегистрировали в 38. Исследования проводились в 18 населенных пунктах. За прошедшие сутки загрязнение атмосферного воздуха установили в 4 исследованиях. Это Алекминск, село Верхневилюйск и Ленск. Управление Роспотребнадзора республики напоминает жителям региона о мерах безопасности в случае задымления населенных мест. В случае задымления в населенных пунктах населению рекомендуем минимизировать пребывание на открытом воздухе. Для восполнения объемов жидкости в организме рекомендуется обильное питье, ограничить физические нагрузки, использовать средства защиты органов дыхания, это маски, респираторы и так далее. И для удаления накопленных в помещениях вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки. И в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, необходимо обратиться к врачу. В республике началась кормозаготовительная кампания. Сейчас на сельхозугодья вышли более 500 тружеников. По оперативным данным, в регионе скошено более 1000 гектаров, а план заготовки в этом году составляет 435 тысяч тонн сена, 14 тысяч тонн сенажа и 28 тысяч тонн силоса. Чтобы выполнить план кормозаготовки, в Улусах готовятся организовать мобильные бригады. 500 с лишним человек вышли на сенокосные работы. Помимо этого работает 300 с лишним тракторов. Но большинство хозяйств, которые занимаются сенокосами, они вышли после 13 июля. Предварительный прогноз на этот период составляет 85%. Но с мобильными бригадами Министерство сельского хозяйства тоже работает. У нас стоит задача заготовки сена именно на местах. Прилавки крестьянского рынка тем временем заполнены свежими овощами местных хозяйств. В основном привозят из поселка Тулагина, также дачники предлагают урожай со своих грядок. Стоимость 1 килограмма огурцов варьируется от 100 до 150 рублей, капуста свежая для салата не ниже 120 рублей, кабачков просят 130-150 рублей за килограмм. Также на днях в продажу поступили кукуруза и клубника. Ягоды выращивают на дачных участках, а овощи привозят из Мархи, Жатая, Тулагина и Магана. Огурцы у нас очень хорошо берут. Ну что, дешево же. На засолочку уже берут огурцы. Многие засолки делают. Клубнику многие спрашивают. Дети же любят клубнику. Родители приходят с детьми, они сразу на клубнику. По сравнению с ценами позапрошлого года, она нисколько не увеличилась, даже уменьшилась немножко. Позапрошлом году, я знаю, что за килограмм клубники 1700 брали, а сейчас у нас 1500 стоит. Якутия готовится к празднованию столетнего юбилея золотодобычи. Пройдя через национализацию в советский период и кризис 90-х, республика достигла рекордных показателей в этой отрасли промышленности. Сегодня в регионе добывается 50 тонн, что делает республику серебряным призером в этой области. За первый квартал текущего года якутские золотодобывающие компании увеличили добычу на 10%. Объем благородного металла достиг 17 тонн. Лидерами среди районов по добыче золота являются Алекминский, Алданский и Тампонский районы. Сегодня порядка 85 компаний, которые ведут деятельность у нас на территории, непосредственно добычу. И этот могучий коллектив, 15 тысяч человек, именно эти люди, наши люди, достигли таких серьезнейших, амбициозных показателей. Не могу не сказать о том, что почему такие истории привлекают людей в отрасли. Сегодня в золотодобыче одна из самых высоких зарплат по стране, именно в золотодобыче в Якутии. Радостные крики и детский смех. В Вилюйске открыли развлекательный комплекс «Северная сказка». На торжественном открытии побывали наши коллеги.
При поддержке социального контракта открыли развлекательный комплекс «Северная сказка», куда могут прийти отдыхать дети разных возрастов, группами из летних лагерей и просто семьями. Однажды, посмотрев ролик в интернете, я увидел прекрасного белого медведя, который веселит детей и радует. Но я для начала думал, приобрету для своих детей этот ролик, этого медведя. Взял, надул, а потом попробовал просто на день рождения. И когда понял, насколько эмоции детей, смех, радость вызывает, мы решили так и продолжить деятельность для детей. Сестра моя Олеся присоединилась ко всему к этому, и мы вот начали создавать вот парк, все больше к этому. Сейчас хотим в программе еще расширение, конечно, и зоопарк построить, и все. Планов очень много. Надеемся, насколько нас хватит сил. Для средства соцконтракта были приобретены ростовые куклы, разные батуты, мягкие игровые зоны для детей, оборудование по производству сахарной ваты, а для самых метких детей имеется тир. В развлекательный комплекс приезжают не только жители города, но и из ближайших деревень. Очень хорошая детская площадка, очень много разных развлечений. Пусть у вас будет много довольных маленьких клиентов. Развивайтесь! Это место, где могут дети проводить совместно время со своими родителями, играть. Вот. Как и мы везде приезжаем в любой город, хотелось бы посетить какой-то парк, да, провести время со своей семьей. Также мы организовываем мероприятия для детских домов, чтобы у всех была возможность увидеть наших героев, нашу северную сказку. Добро пожаловать к нам, до новых встреч в нашем прекрасном месте. Будем дальше стараться развиваться. Отличный парк, хоть небольшой, но для детей чего тут только нет. Горки, батуты, игровые площадки и все разное. Очень классное место. Мне очень понравилось. Есть такие бизнесы, в которых живет настоящая душа. Олеся и Евгений не просто открыли детский парк развлечений, а создали в нем теплую душевную атмосферу и искреннего дружелюбия. Иннокентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск. Игры «Дети Азии» для всех участников, организаторов, гостей республики стали настоящим праздником спорта, вдохновения и дружбы, а для юных спортсменов – настоящей олимпийской декадой. Из Нюрбинского района в состав сборной республики вошли 4 спортсмена. 3 из них стали обладателями медалей игр «Дети Азии». На церемонии чествования юным спортсменам вручили благодарственные письма и сертификаты на сумму в 50, 40 и 30 тысяч рублей. Успешно выступили в 8-х спортивных играх «Дети Азии». По кикбоксингу Гавшев Ярослав – 1 место, Яковлев Джулсхан – 2 место, и по якутским прыжкам Андрей Фарлхан по сумме троеборья 3 место. Наши ребята достойно показали себя в 8-х спортивных играх, и в дальнейшем они уже будут участвовать в больших соревнованиях всероссийских, российских. «Дети Азии» дает ребятам стимул. Чествовали участников игр «Дети Азии» в Хангаласском районе. Юные хангаласцы принесли в копилку сборных команд Якутии 7 медалей. 4 бронзы, 2 серебряные и 1 золотую в таких видах спорта, как хапсагай, самбо, кураж и стендовая стрельба. Призеров наградили грамотами и денежными сертификатами от администрации района. А по итогам международных спортивных соревнований сборная республики, напомню, расположилась на 4-м месте, имея в своем активе 81 медаль различного достоинства. Я стал серебряным призером по борьбе кураж в весовой категории до 83 килограмм. Я доволен, конечно, но всегда можно было лучше. Это было тяжело. На первые международные соревнования это дало большой опыт и старт, наверное, для продолжения. Парашютный клуб «Феникс» отметил юбилей. В течение 10 лет инструкторы клуба занимаются подготовкой спортсменов. Подарком для клуба в этом году стала победа в конкурсе «Территория Алроса». С ее помощью получилось провести масштабные состязания. Подробности в следующем сюжете. Подобно тополиному пуху, парашютисты Мирнинского клуба «Феникс» рассекают потоки ветра. Экстремальный спорт сродни зависимости. Попробовав однажды, испытываешь тягу к небу постоянно. Алла Березовая – пилот и парашютист с 30-летним стажем. За ее плечами 930 прыжков. Жительница Мирного в очередной раз заходит на борт, однако волнуется как впервые. После первого прыжка я помню фразу свою, что «я хочу еще».
В принципе, он открыт всегда и для всех, этот путь в небо. Было бы ваше желание, да, и немножечко еще каких-то усилий приложить к этому, и тогда да. Биение сердца и напряжение во время полета ученые сравнивают с первым свиданием. Правда, спорт требует длительной подготовки. Мирнинские парашютисты говорят, ранее такое увлечение было доступно единицам, ведь тренеров в алмазную столицу приглашали из Иркутска. Сегодня они есть и в Мирном. Единственный клуб в России, а может и в мире, я не знаю, где деньги не берут ни за занятия, ни за теоретическое обучение, ни за прыжки. Благодаря грантовой поддержке дети Мирнинского района занимаются в клубе бесплатно. Финансирование покрывает затраты на вылеты вертолета Ми-8 и покупку экипировки. А в этом году «Феникс» поддержала «Алроса». Парашютный клуб «Феникс» стал одним из победителей конкурса социальных инициатив территории Алроса, в котором участвовало порядка 30 общественных организаций. Из них 9 победителей было, в том числе вот наш парашютный клуб «Феникс». Компания выделила деньги на проведение юбилейных соревнований. Команды авиационных спасателей и опытные спортсмены-парашютисты боролись в прыжках на точность, а те, кто наблюдал за происходящим, возможно, тоже захотели обрести такое хобби. Обратиться в «Феникс» и узнать подробнее о занятиях можно по телефону 8 914 295 2040. Андрей Соломенник, Илья Шикуля, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.